Готовите ли вы? Или у вас каждый день сухой паёк? И дома, и на работе? Стараюсь не кушать сухой паёк. Вы знаете, Суворов говорил так. Держи ноги в тепле, желудок в голоде, а голову в холоде. Но кушать хочется. Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Секреты татарской кухни». Мы сегодня поздравляем всех мужчин с праздником Днем Защитника Отечества. Сегодня с нами оркестр Казанского высшего военного командного училища и начальник оркестра, подполковник, народный артист Республики Татарстан Ян Владимирович Орехов. Здравствуйте! С праздником вас лично, с праздником ваш замечательный оркестр и всех защитников нашей России. Добрый день. От себя лично и от коллектива нашего оркестра хотелось бы поздравить всех с Днем Защитника Отечества. А тем, кто носит погоны, пожелать, чтобы наше умение воевать никогда не пригодилось нам на самом деле. Чтобы над нашей страной было только мирное небо. Только что прозвучала композиция Александрова «Песня советской армии». Мы бы хотели еще сыграть для вас марш, написанный Мансуром Салиховым. Называется «Молодежь Татарстана». С удовольствием послушаем. Спасибо. Оркестр Казанского высшего военного командного училища имеет за плечами почти 100-летнюю историю. Оркестр – неизменный участник всех официальных и торжественных мероприятий в Республике Татарстан, участник многих фестивалей и неоднократный победитель конкурсов военных оркестров Центрального военного округа. В течение 20 лет руководит оркестром народный артист Республики Татарстан подполковник Ян Владимирович Орехов. Ну а прямо сейчас мы начинаем готовить праздничное блюдо. Этот рецепт, кстати, подсказал мне мой знакомый, отличный повар Константин Рыжайкин. И называется оно «Утка в тесте». Камарга төрелген үрдек. Руслан, а я уже пришел с готовым блюдом. Индивидуальный рацион питания. Позвольте посмотрю. Армия России. То есть это тот самый сухой паёк, который раздают в армии? На сутки. Это на сутки? Нет, на самом деле я бы уже ничего не готовил и съел все, что здесь есть. Но давайте приготовим и это блюдо, а может потом мы попробуем то, что принесли вы. И что будет вкуснее? Что будет вкуснее, узнаем в конце программы. Спасибо. Так, с чего мы начинаем? Мы берем утиную грудку. И прямо сейчас, пожалуйста, один кусочек для вас. Мы вот разрезаем, вот такие делаем надрезы. По диагонали, да? По диагонали, да. И крест-накрест. Ян Владимирович, ну и первый вопрос. Вам, как военному человеку, готовите ли вы? Или у вас каждый день сухой паёк? И дома, и на работе? Стараюсь не кушать сухой паёк. Ну, вообще, вот сами готовите или вот дома уж готовят вам? Очень люблю готовить сам. Какие блюда? Очень люблю борщ, картошечку жареную люблю. Да все люблю. Так, вот такие надрезы у нас получаются. Как мы ее маринуем? Для этого
мы возьмем черного перца, пока вы сейчас надрезаете, немножко соли. И здесь можно использовать любой соус, но мы сегодня используем мой любимый соус, называется он терияки. Так, давайте сначала соли. Вот как вы считаете, вот все-таки для военных питание важно или нет? Очень. То есть... Вы знаете, Суворов говорил так: держи ноги в тепле, желудок в голоде, а голову в холоде. Но кушать хочется. Нет, ведь во время той же Великой Отечественной войны наши солдаты героически воевали и голодными. Но, как говорится, после вкусного, сытного обеда сил-то будет побольше. Побольше. Так, кстати, добавляем перчика сейчас. Побольше можно. Да, можно побольше, потому что пища у нас сегодня... Перца много не бывает. Так, отлично. И заливаем все тем самым соусом терияки. Но можно здесь соевый соус использовать, как говорится, на любителя. Гранатовый, наверное, тоже. Да, гранатовый, кстати, тоже пойдет. Но вот видите, все-таки проскальзывают вот эти ваши умения готовить. Так. Расскажите, пожалуйста, вот вы из семьи военного, как вообще вот пришли к этой профессии? Не из военной семьи. Я родился в городе Самара в 1970 году. Мои родители нефтяники. И пришлось с ними немножко поездить по стране. Оренбургская область, Казахстан. В Оренбургской области я пошел случайно в музыкальную школу. И началось. И началось. Из нее я сбегал 3 раза и 2 раза успешно. Вы убежали с музыкальной школы? Первый раз. В первый раз. Но я думаю, не в первый раз. Вы сейчас порежете грибочки. Да. Сегодня мы используем такие темные шампиньоны. А я порежу шпинат. Если зрители спрашивают, почему шпинат, потому что, во-первых, это оригинально, и, во-вторых, шпинат очень полезен для здоровья. Так, режем мы их мелко. Они нам обязательно пригодятся, когда мы будем формировать уже утку вместе с тестом. Ян Владимирович, ну, сбежали вы из музыкальной школы. Что было дальше? Пришел новый педагог в музыкальную школу по баяну, по классу баяна. Его семья была с моими родителями лично знакома, так как жили на соседней улице они. И у меня пошло по баяну. Получилось, что баян, похоже, мой инструмент. У меня стало все хорошо получаться. Через полгода я выиграл первый свой конкурс в жизни по баяну. Среди всех, в 1 классе. Уже в 1 классе и победа. Но педагог сказал так: ты так сыграл это произведение, что мы тебе не могли не поставить 1 место. И мне это понравилось, захлестнуло. Ну и так я стал учиться. Но в это время, в этой же школе общеобразовательной появилась спортивная школа, футбольная. И тут стал выбор: спорт или музыка. И весь наш класс, все мальчишки убежали в эту футбольную школу. С некоторых уроков музыкальной школы я с большим удовольствием сбегал туда. И мой педагог периодически за уши меня тащил обратно. Мне скучновато что-то стал на баяне заниматься. Хотя у меня, в принципе, получалось. Но это не означало, что мне это нравилось. Я совершенно не хотел быть в будущем музыкантом, абсолютно не стремился. Кстати, в детстве я и военным не очень хотел быть. Мне профессия военнослужащего абсолютно никак не интересовала. Это дисциплина, порядок. И когда мой педагог понял, что я очень сильно увлекся футболом, и фактически стал вопрос, что мне надо уходить из музыкальной школы, потому что она меня больше не интересует. Он мне заявил фразу: футболистом можешь ты не быть, а музыкантом быть обязан. И это были ключевые слова. Да. Лет через 20 я ему об этом напомнил и сказал, что это из-за него я не стал футболистом. Ян Владимирович, у нас все готово для того, чтобы обжарить и грибы, и нужно будет припустить наш шпинат. Кстати, вместо шпината в этом блюде можно использовать и капусту, как я уже говорил. В принципе, все по желанию. И, кстати, шпинат отлично сочетается, особенно с утиной грудкой. Так. Ну и несколько слов о музыкальном училище. Как вы туда попали? Знаете... Так, давайте вот сюда грибочки. Так по телевизору показывали парад 7 ноября. В это время я учусь, конечно, в музыкальной школе еще. И не представляю, что это такое. А там идут войска, играет оркестр духовой. Все это на фоне, естественно, Кремля. Выступает генеральный секретарь ЦК КПСС.
И в начале парада идет военно-музыкальное училище, рота барабанщиков. Отец мне говорит: о, смотри, давай-ка туда попробуем поступить. Родители через военный комиссариат выяснили, как туда поступить, позвонили, отправили документы. И я поехал один поступать в Москву, в это самое военно-музыкальное училище. Вы помните, вот как проходил экзамен сам? Я помню прекрасно, как это все проходило. Поступал я на баяне, а нужно было поступать на трубе, на кларнете, на валторне или еще на каком-нибудь другом духовом инструменте. А я их в своей деревне в жизни не видел и не представлял, что это такое. Но все-таки я прошел по конкурсу, и в последний день приемной комиссии меня спрашивают: молодой человек, вы на чем хотите играть, если мы вас возьмем? А что есть? Они говорят: есть туба и фагот. Я их спрашиваю: Что это? А что это такое? Он говорит: туба — это такая большая труба. Понятно. Я спрашиваю: тяжелая? Да, а фагот? Но он такой раскладной, он полегче, в чемоданчике можно носить. Я говорю: тогда фагот. Сейчас я представляю, как им было смешно. Но мне кажется, это и помогло вам поступить. Не знаю, что мне помогло. Видимо, они во мне что-то увидели, какие-то данные. Так, поэтому мне, видимо, повезло. У меня был в жизни шанс, который я использовал таким образом. А мы, между тем, дожарим сейчас грибы, шпинат уже готов. И продолжим готовить утиную грудку в тесте. Программа «Секреты татарской кухни» вновь в эфире. Сегодня у нас праздничный выпуск. Мы отмечаем День защитников Отечества вместе с народным артистом Республики Татарстан Яном Владимировичем Ореховым. Еще раз большое спасибо, что пришли к нам. Отличное музыкальное настроение у нас сегодня, и мы готовим сегодня камырга тирилген үрдек. Прямо сейчас я обжарю грудку, которую мы замариновали в специальном соусе. Также мы обжарили шпинат и шампиньоны. А сейчас мы используем слоеное тесто. Я прошу тесто раскатать вам. Вот этот квадратик стандартный, который идет в упаковочке, мы делим на две части. И получается у нас каждый кусочек теста на одну грудку. Грудку я сейчас обжариваю. Ну да, тем более вы же на кухне не первый день, я вам доверяю. И мы продолжаем знакомиться с биографией Яна Владимировича. Итак, после окончания военно-музыкального училища поступил на Московский военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Это один из немногих вузов в мире, который готовит военных дирижеров. И после этого поехал в войска служить дирижером. Поехал я сначала в поселок Тоцкое Оренбургской области. Послужил там какое-то время. Мне предложили место в Казани. Приехал в 96 году и до сих пор не могу уехать. Считаю Казань своим домом. вот это уже слова достойные уважения. То есть, получается, вы 20 лет здесь живете, руководите оркестром и работаете на благо нашей республики. Совершенно верно. Ну вот оркестр мы сегодня ваш прослушали с удовольствием. И у меня вот вопрос. Вот те, кто были сейчас на нашей кухне, это все? Это весь оркестр или сколько у вас всего? Вы знаете, Человек. на самом деле это всего лишь небольшая часть оркестра. Некуда. Нет, ну да, кухня Вмещается, хоть у нас и большая, но на всех не вместит. Да. Сколько всего вот у вас официально? Официально у меня 44 человека в оркестре. 44 человека. Да. Посмотрите, пожалуйста, у нас грудки уже готовы. Мы их немного обжарили с каждой стороны. И сейчас начинается самый интересный процесс нашего блюда. Мы будем его формировать. Итак, формат А4 у нас 2 кусочка теста готовы. И первым слоем у нас идет шпинат. Мы аккуратно вот серединочку его выкладываем. Вы, как начальник оркестра, наблюдаете, контролируете все и рассказываете нашим зрителям, как попадает к вам в оркестр. Наш оркестр состоит из профессиональных музыкантов. Для того, чтобы к нам попасть в оркестр на службу или работу, необходимо иметь музыкальное образование, не меньше, чем музыкальное училище. Служба в армии обязательно? Обязательно. Однозначно обязательно. Места в оркестре занимаются по конкурсу. И нашу утиную грудку мы кожей вниз выкладываем на шпинат. Вот так вот, каждую. И затем у нас уже будет слой грибов, и все это вместе будем закрывать. Ян Владимирович, расскажите, пожалуйста, вот чем живет на сегодняшний день наш оркестр? Вернее, ваш оркестр, наш, я имею в виду, как жители Республики Татарстан. Где выступаете? В каких конкурсах, не знаю, гастроли, может быть, у вас есть? А я тем временем выложу грибочки. Так,
Вот то, что касается деятельности нашего оркестра. Во-первых, как духовой оркестр мы обеспечиваем все государственные праздники Республики Татарстан. Все мероприятия, включая 9 мая, 23 февраля и так далее, День Республики. Все это находится на наших плечах. У нас достаточно серьезная концертная деятельность. Мы выступаем на фестивалях, даем концерты, в том числе в Большом концертном зале. В 2015 году нам удалось съездить на фестиваль духовых оркестров «Тамбов». Участвовали мы на фестивале в Кремле, в Казани. Есть работа, есть много работы. И при этом у нас оркестр военный, мы носим погоны, и вся внутренняя жизнь училища военной, она в полной мере лежит на наших плечах. А вот если наши зрители захотят послушать ваш оркестр, когда это можно сделать? Вот в этом 2016 году? Ну, сейчас, после праздника День защитника Отечества, мы приступаем к подготовке к майским праздникам. 9 мая, парад. Да, я думаю, что вот как раз можно будет нас послушать и увидеть. Так что приходите все 9 мая, друзья, на военный парад. Ну а мы сейчас, прошу вас, вместе заворачиваем нашу утиную грудку. Вот так вот. И самое интересное, переворачиваем, чтобы шпинат у нас оказался наверху. Раз, два, три. И сейчас укладываем на противень. Противень мы не смазываем маслом, потому что слоеное тесто само по себе жирное. Так, пожалуйста. Все это мы отправляем в духовку на 25-30 минут, но перед этим делаем немного такие надрезики, чтобы блюдо было у нас красивым. И мы, опять-таки для красоты, смажем его сверху яичным желтком. Если вы не против. Покрасим? Покрасим, да. Все-таки блюдо у нас праздничное, и оно должно быть обязательно красивым. Есть же анекдот такой в армии. Ага. Построение. Командир спрашивает у солдат: художники есть, но я художник. Бери банку краски, кисточку, иди крась забор. Ну, а мы сегодня кулинарные художники, отправляем наше блюдо в духовку. Пожалуйста, помогите. Так. Опа. А пока готовится наша утка, мы сейчас быстренько приготовим из остатков теста чаяши под названием бармаклар. Утка в слоеном тесте. На утиной грудке сделали небольшие надрезы, приправили специями и замариновали в соусе терияки. Шампиньоны и шпинат мелко порубили и обжарили на отдельных сковородах. Слоеное тесто раскатали в тонкий пласт, в середину выложили немного припущенного шпината, затем кожей вниз утиную грудку, сверху положили жареные шампиньоны. Тесто завернули в форме конвертика, смазали яичным желтком и запекали в духовке 30-40 минут. Ну и сейчас я поделюсь секретом приготовления этого блюда, которое называется бармаклар. Оно готовится очень быстро, что для военных очень важно. Вот, для этого мы используем остаток слоеного теста, грецкий орех, сливочное масло и сахар. Есть у меня еще один вопрос. Расскажите мне о репертуаре вашего оркестра. Вы что вот вообще кроме марша играете? Вопрос очень для нас принципиальный. Многие думают, что военный оркестр – это всего лишь навсего один большой барабан на плацу с малым. Или марш прощания славянки, и все. Но наш оркестр играет музыку всевозможных жанров, включая, естественно, марши, включая симфоническую музыку, джаз, эстраду. Мы играем все. А аранжировки кто пишет? Ну, когда как, в основном сами пишем в своем лице. Ну, а мы всегда все делаем сами, своими руками на нашей кухне. Тесто мы раскатали, и сейчас мы делим его на части. Получается у нас ромбики небольшие. Так. И в эти ромбики мы заворачиваем один кусочек грецкого ореха и кусочек сливочного масла. Посыпая все это сахаром. Я сейчас буду делать заготовочки, а вы будете все это скручивать. Ян Владимирович, есть у меня еще один вопрос. Сколько лет вашему оркестру? Мы приближаемся к дате 100 лет. 100 лет! Это серьезная В дата. обозримом будущем, по крайней мере. Знаете, за эти годы многое пришлось пережить. И взлеты, и падения, и сокращения, и реорганизации. Вы знаете, нам очень много помогают в республике. Во-первых, руководство училища всегда с пониманием к нуждам оркестра относилось и относится с пониманием и бережет оркестр. А руководство республики на всех уровнях, начиная с президента и заканчивая Министерством культуры и Управлением культуры, на всех уровнях
помогают как могут. Я с большой благодарностью к руководству от имени всех музыкантов. А уж как казанцы любят ваш оркестр, словами не передать. И мне кажется, рейтинг вот нашей сегодняшней программы будет зашкаливать за 1 000 000 просмотров. Уверен. Ну а сейчас мы берем сковородочку, смазанную растительным маслом, помещаем туда наши пальчики, отправляем в духовочку буквально на 10 минут. И после небольшой паузы мы будем пробовать оба блюда. Ну а сейчас я прошу вас и ваш оркестр какой-нибудь нам музыкальный подарок подарить. Мы сыграем небольшой попурри на татарские мелодии, так как программа у нас национальная, поэтому мы приготовили небольшой подарок. С удовольствием послушаем. Бармак – печенье пальчики. Слоеное тесто раскатали в тонкий пласт и нарезали квадратами примерно 10 на 10 сантиметров. В серединку каждого квадрата положили по небольшому кусочку сливочного масла и грецкого ореха, посыпали сахарным песком. Квадраты свернули по диагонали рулетиком, выложили на противень и выпекали в духовке 15-20 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также подписывайтесь на наш канал на YouTube. Ян Владимирович, посмотрите, пожалуйста, какой же замечательный у нас праздничный стол получился. Здесь есть и десерт, и самое главное, конечно, наша утиная грудка. Но пока мы все это отложим и вернемся к вашему подарку. Хочется посмотреть, что же там такое, чем же кормят нашу российскую армию, если вы позволите. Давайте. Открываем, внимание. О, ну здесь на целую свадьбу, мне кажется, хватит. Здесь и паштет, сыр плавленый, печенье, опять печенье, опять печенье. И, кстати, что за таблеточки вот эти? Это, похоже, спирт. Разогревать. А, это разогревать еду. Но все это мы попробуем уже после завершения программы. Ну а сейчас то, ради чего мы сегодня собрались. Давайте попробуем. Утка в тесте. Итак, разрезаем маленький кусочек. Надеюсь, вам понравится, потому что долго я выбирал этот рецепт. Еще раз спасибо Константину Ружайкину. Внимание. Прежде хочется ваше мнение услышать. Очень неплохо. Очень интересно. И сочетается. Но если военный человек сказал неплохо, мне кажется, по-военному это звучит очень даже вкусно. Я рад, что вам понравилось. Но сейчас обязательно попробуем наш десерт, который мы назвали бармак. Прошу вас, вместе с чаем. Хорошо, что там орех есть. Тут и орех, и масло сливочное, которое растопилось внутри этого десерта. Очень вкусно, очень сладко. Жалко, что праздник 23 февраля, как говорится, раз в году. Вот и подошла к концу наша кулинарная программа. Мы сегодня поздравляли всех мужчин, защитников Отечества с этим замечательным праздником. Ян Владимирович, вам большое спасибо за то, что пришли вместе с своим любимым оркестром, подняли нам настроение. Но я рад, что вам понравилась наша вкусная татарская кухня. Еще раз всех с праздником. Приходите на концерты нашего оркестра. Будем рады вас видеть. Живите музыкой и живите вкусной кухней, друзья. Мы готовили для вас с любовью. Всех с праздником еще раз. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.